Якутск и Калининград разделяют 7 часовых поясов и около 10 тысяч километров. Но в этот день два региона стали близки как никогда. В самой западной точке России отметили Якутский национальный эсэх. Он посвящен столетию образования якутской автономии. Как прошел праздник белого изобилия в Калининграде, расскажет Айсена Бурнашова. Следуя обычаям предков в русле якутских традиций, церемония открытия Калининградского эсэха началась со священного обряда Алгыс. Главное содержание праздника – диалог с миром природы. Отсюда и насыщенная культурная программа с обрядами очищения и поклонения верхним божествам Аи, чтобы год даровал каждому счастье и изобилие. Ну и какой же праздник без своего главного символа кумыса? Кстати, этот священный напиток может испить каждый гость и приобщиться к высшим таинствам. Чувствую, что в тебе прибывают какие-то силы, вера в то, что действительно наши культуры вместе. С обрядовой частью эсэхов гастрономическое погружение. Организаторы подготовили национальные блюда. Среди них и харта, и якутская жеребятина. Эсэх в самой западной точке России проводится уже в 4-й раз, но с таким размахом впервые. Тюгюльге объединил около 1000 человек. Якутске уже посетили праздники? Конечно, посетили обязательно, как без этого. Завершаете праздник изобилия здесь, в самой западной точке? Да, оказывается, так. Ну, я живу здесь, в Калининграде, но на празднике я впервые таком. Но мне пока что обстановка очень нравится, все красиво. Красота в деталях. Особое место на празднике заняли национальные костюмы. Например, Наталья подготовила к эсэху якутские украшения из солнечного камня, гордости Калининграда. Все-таки мы живем в янтарном крае, и из янтаря такое национальное украшение. Красивое получилось. А хозяйка немецкого шпица Анна сшила наряды и себе, и своей питомице Симоне. Некоторые не понимают, зачем эту собаку мучить, но тем не менее всем нравится, как она меняет свой образ, потому что это все-таки получается пропаганда нашего якутского национального наряда. И, конечно, кульминация праздника Асохой. По направлению солнца под непрерывную песнь национальный танец закружил гостей эсэха. Приятно приобщаться к культуре предков. О моей родине, о месте, где я родилась, где энергия воды, земли, неба. В следующем году состоится юбилейный 5-й эсэх. И у организаторов на него большие планы – войти в календарь главных событий Калининградской области и стать финальным аккордом фестиваля эсэхов. Эсэх шагает по России. Начать это с Владивостока, провести все мероприятия с эсэхом, связанные с эсэхом по всей стране, и закончить его в Калининградской области. Я думаю, проведем эсэх еще лучше и еще красивее. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Калининградская область.